Жители сельских населенных пунктов Сосногорского района продолжают голосовать за мероприятия в рамках республиканского проекта «Народный бюджет», предложенные временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Сергеем Гапликовым. Чаще всего побеждают предложения по развитию детского спорта. Также поддержку получают мероприятия, направленные на благоустройство территории. Так, например, еще совсем недавно у жителей Ирайоля было собственное место отдыха. На небольшом искусственном озере летом собирались целыми семьями. Сейчас водоем почти обмелел, но восстановить его еще можно. Именно за проведение таких работ практически единогласно и проголосовали ирайольцы. Теперь оно, конечно, сухое, грязное. Чистить его надо, потому что там коряги, там вот эти острова. Ну, естественно, мусор. Мусора там, конечно, такого нашего нет, а вот такое природное коряги, острова, вот это надо чистить. Естественно, люди ходят, ой-ой-ой, наше озеро обмелело. И все, а надо же как-то его год, второй год, говорим, третий год так вот. А в поселке Малая Пера проект «Народный бюджет» вызвал бурное обсуждение. Местные жители долго не могли определиться с наиболее важным для населенного пункта мероприятием. Среди предложений – строительство детской площадки, спортивного городка, а также организация работ по ликвидации несанкционированных мусорных свалок. Перевес голосов оказался на стороне спортивного объекта. Мы считаем, что спортивная площадка нужна, так как у нас и детей много здесь, и подростков, и молодежи, соответственно, чтобы им не было где-то скитаться, а может кто-то займется спортом, видя всю эту красоту. Я думаю, что проект, который проголосовали жители за спортивную площадку, все-таки он осуществится. Это будет очень хорошо для наших детей, так как действительно в нашей школе нет спортзала. Я думаю, что это будет плюс. Ну и встречи, конечно, не нужны такие. Проблемы у жителей всегда очень много. Их надо все равно решать, пусть даже в таком маленьком нашем поселке. Предложения, за которые проголосовали жители Ирайоля и Малой Перы, будут направлены в виде заявок на конкурс народных проектов. До конца марта 2017 года лучшие из них будут профинансированы, а уже следующим летом начнется их реализация. Хочется отметить, что народный бюджет – это очень важно сейчас по сельским, скажем так, населенным пунктам. Почему? Потому что именно народ будет распределять, решать, куда данные средства направить, видеть первоочередные проблемы в своем поселении непосредственно. И поэтому хочется сказать и отметить, что люди начали активизироваться и выбирать приоритетные направления в данном, скажем, случае. Также жители Ирайоля и Малой Перы обсудили стратегию развития Сосногорского района. Встречи, посвященные этой программе, в настоящее время проходят во всех населенных пунктах муниципалитета. Как отмечают представители районной администрации, в процессе обсуждения важно не только рассказать местным жителям о планах властей, но и получить обратную связь. В первую очередь это обсуждение стратегии развития района. Мы проезжаем по всем поселкам. Рассказываем о том, что происходить будет в районе в ближайшее время и в ближайшие годы. Собираем предложения, спрашиваем людей о том, что бы они хотели внести в стратегию развития, что бы они хотели, чтобы происходило в их поселках. Безусловно, все это фиксируем и, конечно же, постараемся по мере сил включить в эту стратегию развития и на ближайшие годы и в дальнейшем. Обсуждение стратегии развития Сосногорского района и проекта «Народный бюджет» еще не закончено. Встречи с населением пройдут во всех населенных пунктах муниципалитета. Республика Коми продолжает готовиться к своему грядущему 95-летию. В этом году жителей и гостей региона ждет большое количество ярких и по-настоящему уникальных мероприятий. Многие будут проведены впервые. Например, авиасалон и авиашоу пилотажных групп «Русь» и «Чел-Авиа». Затем вновь возрожденная республиканская выставка достижений народного хозяйства, в которой примет участие и Сосногорск. Стоит отметить, что в последний раз она проводилась в 1976 году. И тот факт, что руководитель региона Сергей Гапликов принял решение возродить традицию, позволит не только вывести на новый уровень местных производителей, но и привлечь инвесторов из-за пределов Коми. Также Коми примет Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, в котором примут участие делегации из 60 регионов. И это лишь небольшая часть всех мероприятий, которые пройдут в дни празднования 95-летия республики. Полным ходом готовится к торжествам и Сосногорский район. Уже совсем скоро состоится открытие после капитального ремонта городского дома культуры «Горизонт».
В настоящее время степень готовности на большинстве участков работы составляет 100%, в том числе в фойе и зрительном зале. Стоит отметить, что при этом была заботливо сохранена историческая стилистика внутреннего убранства Дома культуры. Многое было восстановлено практически с нуля. Например, колонны в зрительном зале. Сейчас проходит заключительный этап. В зрительном зале установлены кресла. Начался монтаж сценического оборудования. Случилось то, чего мы долго ждали. Сегодня завезли оборудование для сцены, свет, звук, металлоконструкции, на которые будет смонтировано оборудование. С завтрашнего дня приступаем к работе по монтажу оборудования, света и звука. Торжественное открытие «Горизонта» намечено на вторую половину августа. Это событие станет прекрасным подарком всем сосногорцам к 95-летию Республики Коми. Как, впрочем, и новая улица, названная в честь этой юбилейной даты. Сегодня там активно ведутся строительные работы. Завезены необходимые стройматериалы, работает тяжелая техника, размечены основные площадки. Например, для будущего сквера первопроходцам Севера, на который будет установлен вертолет. Или вход в парк в виде ротонды, сделанный специально к юбилею республики. Как рассказали нам в отделе культуры, именно на этой улице пройдут основные мероприятия. Здесь планируется расположить подворье всех населенных пунктов и национально-культурных автономий нашего района, каждый из которых будет представлять свою программу. Кроме этого, активно будет задействован в праздничном мероприятии и семейный парк «Юготлун» и сквер железнодорожников, где планируется установить главную сцену. По словам организаторов, каждый, кто захочет отпраздновать день рождения республики весело, необычно и интересно, сможет найти занятие по душе. Точная дата открытия новой улицы станет известна уже совсем скоро. В Республике Коми участились случаи детского травматизма. Происшествия происходят не только во дворах и на дорогах. В последнее время к медикам поступает все больше пострадавших в результате выпадения из окон. Такие случаи только за последний месяц произошли сразу в нескольких районах региона. Каждый год во время лета такие выпадения из окон происходят в республике ежегодно. Поэтому очень хочу обратить внимание родителей о том, что даже на несколько минут нельзя оставлять маленьких детей, даже детей до года, которые начинают ползать, потому что им надо очень мало времени для того, чтобы вот так облокотиться на эту москитную сетку и выпасть. Именно москитные сетки обманывают внимание детей, говорят медики. Несмотря на заверения производителей, веса малышей они не выдерживают. Именно по этой причине несчастные случаи произошли в Воркуте, Жешерте, а совсем недавно и в Ухте. Надеяться на то, что вот у нас окно там прикрыто, тоже нельзя. А дети очень быстро осваивают, как открывается окно. И даже маленькие дети 2-3 лет прекрасно сейчас ориентируются не то что с окнами, но даже с гаджетами. Поэтому очень важно в такой летний период не оставлять вообще детей одних. Бытовой травматизм на этом не ограничивается. Нанести вред своему здоровью ребенок может самыми разными способами. Но в основе каждого несчастного случая, как правило, лежит безалаберность родителей. Оставленные без присмотра острые предметы, лекарственные препараты, а также некоторые пищевые продукты, скорее всего, привлекут детское внимание. А отсюда недалеко и до беды. Такие случаи у нас в районе уже ежегодно тоже бывают, когда родители или бабушки оставляют свои лекарства без присмотра и в зоне доступа ребенка. Дети сейчас сообразительные, они очень быстро осваивают, что стул, табуретка, и я видел, куда положили красивые, а сейчас очень еще и красочные эти таблетки, и поэтому от несчастья никто не застрахован. Медики напоминают, что они имеют дело с последствиями несчастных случаев, а не с их причинами. Обезопасить своего ребенка могут только родители. Менее 2 месяцев остается федеральным и региональным льготникам, у которых есть право на получение набора социальных услуг, определиться с решением, в каком виде получать соцпакет с января 2017 года. Для всех федеральных льготников социальный пакет состоит из 3 частей.
Это лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и транспортная часть, то есть бесплатный проезд на пригородном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Для региональных льготников соцпакет состоит из разных частей для разных категорий. Для тружеников тыла в социальный пакет входят 3 составляющие: лекарственное обеспечение, санкурлечение и изготовление и ремонт зубных протезов. Для реабилитированных лиц в соцпакет входят 2 составляющие: лекарственное обеспечение и изготовление и ремонт зубных протезов. Для категории льготников, как ветераны труда Республики Коми, либо одиноко проживающие граждане старше 80 лет, в социальный пакет входит 1 составляющая – это изготовление и ремонт зубных протезов. Отказаться либо возобновить можно как весь набор социальных услуг, так и любую его составляющую часть. Например, если льготник не планирует в 2017 году воспользоваться путевкой на санаторно-курортное лечение, эту часть соцпакета в натуральном виде можно заменить денежным эквивалентом. Аналогично можно отказаться от транспортной части, заменив ее денежными средствами. Что касается лекарственного обеспечения, то каждый льготник должен обдуманно решить, что ему полезнее – получать жизненно необходимые лекарственные препараты по рецепту врача, либо получать деньги. Льготники, принявшие решение со следующего года получать вместо натуральных льгот деньги, либо вернуть необходимую часть соцпакета в натуральном виде, могут обратиться с соответствующим заявлением в Центр «Мои документы». Последний день приема заявлений – 30 сентября. Если текущий порядок предоставления соцпакета полностью устраивает, то обращаться с заявлением для подтверждения своего решения не надо. В субботу 6 августа Сосногорский район отметит День железнодорожника. Праздник начнется в 10 часов утра с шествия колонн трудовых коллективов на стадионе в промышленной части города. Там же пройдут и спортивные мероприятия. Праздничная программа продолжится в 18 часов на площади Дома детского творчества. Для сосногорцев выступят гости из столицы республики, ансамбль «Северная околица». После концерта жителей и гостей города ждет дискотека.